Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Всем вам хочу сказать огромное спасибо за вашу поддержку, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что он понял о вас? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек и загадайте, пожалуйста, на мужчину. Представьте его, назовите его по имени, так и спросите: мой милый дорогой, что ты понял обо мне? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вложат моими руками, пусть откроют нам то, что скрыто, и то, о чем мы так сильно желаем знать. Так. Девчонки, прежде всего, этот мужчина сейчас не в самом лучшем настроении, не в самом лучшем расположении духа. У него какие-то не очень хорошие новости были. Либо сегодня, да, как-то вот с самого утра, либо накануне он получил достаточно грустно и тревожно. Вот. Плюс еще ситуация с вами. Здесь у многих отыграется, что вы сейчас не вместе, а кто-то в паузе, кто-то в разлуке, кто-то в принципе разошелся, расстался. Здесь отсыпка не подойдет тем, кто вместе, кто вот сейчас лицом к лицу, да, кто находится в одном доме, в одной семье проживает. Это не для вас, мои дорогие. Здесь для тех, кто на расстоянии, для тех, кто сейчас расстался, разошелся, ну и как бы каждый пошел своей жизнью, потому что вы друг от друга у меня здесь отвернулись. Вот такая ситуация. Что мужчина осознал, понял о вас? Во-первых, я вижу, что ему как-то больно. У него тут иголочка в сердце есть. Сердце – это иголочка ваша. Что-то произошло. Чем-то, может быть, вы его зацепили, задели, что-то ему такое сказали. У других же отыграется, что это иголочка его собственная, да, где он поступил неправильно. Может быть, мужчина немножечко там слукавил, что-то не так сказал, что-то не так сделал, где-то не доработал ваши отношения. То есть болька есть, однозначно, болька по вот этой иголочке. Следующий момент. Мужчина тут в чем-то хотел бы вам признаться, да, какой-то секрет рассказать, либо в чем-то покаяться. Здесь огромное желание, но нет выхода этому желанию. То есть это не потому, что вы сейчас не вместе, а потому, что он стесняется этого момента. Страшно вам о чем-то рассказать, страшно вам в чем-то признаться. Но Тут, конечно, да, комплексы еще у мужчины те. Мужчина, кстати, может быть и не молодой, но тем не менее очень какой-то закомплексованный идет. Страхов много, комплексов, характер у него какой-то взрывной. Вроде так человек неплохой, но иногда его так сильно заносит, что, знаете, как говорят, мало места и на небе, и на земле. Очень взрывной, очень. Сам потом себя за это ругает, но ничего с собой поделать не может. У кого-то, кстати, отыграется, что у мужчины есть какие-то склонности, наклонности, которые потихонечку разрушают его жизнь, которые его не украшают, а наоборот тянут, причем куда-то глубоко-глубоко в пропасть. Что осознал? Что понял? Понял, что вы женщина милая и добрая. Понял, что вас обижать нельзя. Понял, что вот эта ваша всепрощающая любовь, она не безгранична. Всему есть предел, всему есть лимит. И он перешел эту границу, причем не раз. Возможно, несколько раз ему повезло. Но последний раз он был решающий и фатальный. Тут даже, может быть, не случилось чего-то громкого, но усталость ваша от его постоянной какой-то вот, знаете, как ужиком постоянно ходил, где проскользнет, где укусит. Вам тоже уже надоело. Вы боролись за эти отношения, вы боролись за этого мужчину, вы хотели семьи, вы хотели счастья, теплоты, добра, так, чтобы одной душой, одним сердцем, одним дыханием. Но вы устали. Вы в нем разочаровались. Даже больше не в нем, а в этих отношениях.
Вот сейчас он начинает понимать, что произошло. Тогда ему показалось, что вы странная, что вы какая-то, может быть, слишком горделивая, себелюбивая. А теперь он начинает понимать, прокручивая все ваши споры, ссоры, всю вашу историю, да, даже положительные моменты. Он начинает прозревать, как вы все это от него вытерпели. Откуда у вас такое, просто, я не знаю, тут божественное, наверное, терпение. Как вы смогли все это пережить, в себе это все носить. Знаете, он тут вами и восхищается, и гордится. Но с другой стороны, когда он об этом думает, становится прям тошно до слез. От самого себя, от того, что вас не удержал, от того, что не смог, физически не смог себя побороть, сказать то, что должен был сказать, делать то, что должен был делать. Все он прекрасно понимает. И даже если он там шлангом прикидывался в какие-то моменты, все он прекрасно понимал. Почему он это делал? Ну, тут глупость, девочки. Я не буду тут вам рассказывать о каких-то, может быть, параллельных, да, ситуациях. Нет, это обычная человеческая, банальная человеческая глупость. Вот по-другому не скажешь. Он сейчас это понимает. За локоть себя не укусишь, не достанешь. В угол себя не поставишь. Ну, вот имеем то, что имеем. Вы центральная женщина его жизни. Вот она вы. Смотрите, какая вы красивая. Но вы идете в форме часов. То есть ему было дано это счастье. Время его вышло. То есть время на то, чтобы действительно оценить. Ему нужно было носить вас на руках, пылинки с вас сдувать, молиться на вас. А он, извините, думал, что вот так и должно быть. Вот такой я хороший, вот, пожалуйста, вот такую мне женщину дали. Это еще кому повезло, ей или мне. Вот так он думал. А теперь, когда он сидит в своих неприятностях, может быть, кстати, и болеет, вот сейчас, конечно, да, жареный петух в попу-то и клюнул мужчину. У кого-то девочки отыграются, что он сейчас с другой женщиной, в другой семье с другой женщиной. Вот только там он понял, почем фунт лиха. Вот только там он понял, что такое настоящая преданность, что такое настоящая любовь и что такое человеческое милосердие. Вот там он понял. Когда ему перекрыли все и вся. Один момент. Перекрыли. Если вы его видите с другой женщиной, и внешне он выглядит благополучно, девчонки, это маска. Маска, которую он вынужден носить. Там женщина крепко держит его за бубенцы. Очень крепко. Там уже с этого крючка никогда не спрыгнуть. Он все это понимает, плачет, возможно, сам с собой наедине и заливает, либо находит в чем-то другом отдушину. Здесь мужчина страдает. На самом деле страдает. Девчоночки, вы главная женщина, я уже об этом сказала, ею вы есть, ею вы и останетесь. Вы снитесь этому человеку достаточно часто, но сны эти всегда его немножечко опустошают. Потому что во сне, когда вы рядом, он счастлив, у него все хорошо. Он, знаете, как ангелочек, да, там порхает цветочка на цветочек. Когда он просыпается, жестокая реальность, бац в лоб. Приплыли. Сам виноват, что поделаешь. Если у него мысли вернуться к вам, я не буду тут вам лукавить, я не вижу, потому что возвращаться-то некуда, не с чем возвращаться. Вот если бы вы его позвали, вот если бы вы сами за ним пришли, он, конечно, бы обрадовался и, как говорится, в объятия вам плюхнулся. Но я не вижу, что вы будете его звать. Я этого не вижу, девочки. Смотрите, этот мужчина еще понял, извините, скажу прямо, да, что он козел. Вот это он понял. Причем достаточно противный. Знаете, он себе даже какие-то обещания давал, либо хотел бы дать, может быть даже какой-то обет, да, принял. Что вот если я вот то-то, то-то перестану делать, либо там в себе проработаю, то вот я хочу свою прежнюю жизнь, либо хочу прежние отношения. Вот так он думает. Кстати, у многих девочек отыграется, что мужчина просто уверен на 100%, что вы применяли к нему какие-то магические действия, да? Опоили, очаровали, заколдовали, приворожили. Потому что у вас, с одной стороны, идет Луна,
да, то есть это знак магии. А с другой стороны у вас огромный такой, ну, как меч, да, который рассекает. То есть думаю, Господи, приворожила меня, я теперь не спать, не есть, все о ней думаю. Жизнь у меня в тартарары полетела, это все она меня приворожила. И тут же он себя, ну как, себе язык прикусывает и думает, да нет, она же за мной ходила, она же ухаживала за мной, да, выхаживала меня, везде всегда готова была помочь. Это все-таки я дурак. Знаете еще, девочки, что мне в этом мужчине не очень нравится? Мне не нравится его... Ну, тут какая-то линия идет, больше похоже как на наследственность. Может быть, в семье у него так было заведено. Может быть, в роду у него такие мужчины были шальные. Такие прям, знаете, домостроевцы. И вот он где-то, вот вроде даже против своей воли, может немножечко включать этот домострой, да? Есть за ним такое, водится. И вот с вами это проходило. Если он с другой женщиной, там все по-другому. Все. Они как ролями поменялись. То есть она его там гнобит, она его там притесняет. И тут такое впечатление, что он бумеранг получил. И бумеранг он получил за вас, за то, что с вами плохо обращался, за то, что с вами плохо поступил. Кстати, здесь может быть и, там, например, не другая там, женщина, да, ну, жена, там, любовница, может быть даже какая-нибудь мамочка, бабушка, не знаю, какая-то женщина, которая имеет власть над ним. Власть, кстати, очень сильную. Она его просто подавляет. Подавляет. Такая ситуация. Я не знаю, девочки, у кого отыграется, но тут еще такая вот вышла картина, да. Ну, возможно, даже для тех, кто сейчас вот разводится, разошелся. У кого мужчина, может быть, в семье в своей находится, там, где есть родители. Вроде родители неплохие, но вот прям 100% отыграется, что это они разрушили вашу жизнь и ваши отношения. Тут и ревность, и желание иметь, ну, сына всегда под рукой. Они испугались в какой-то момент, что он от них уйдет, что он там своей жизнью начнет жить, а они вроде как там старые, немощные, что же они будут сами делать. Но это на их совести, девочки, останется. Его никто не заставлял. Быть хорошим мальчиком можно и живя своей семьей. Понимаете? Но он этого, кстати, еще не понял, да, что вот именно родителя. То есть они для него какие-то просто, ну, святые, может быть, ну, там молятся на них. Это, конечно, похвально, это хорошо, мы должны любить и уважать своих родителей. Но вот так, чтобы раболепно, это перебор. Перебор, и человек откинул свою жену, своих, может быть, детей и ушел туда к родителям, не понимая, что, ну, это нельзя. Это просто нельзя. Значит, девочки, у кого, ну, может быть, одна девочка вот зашла с такой ситуацией. Если это ваша ситуация, я вам так скажу, нет, там уже не вытащить. И этот мужчина, он... Этот мужчина уже оттуда, ну, не выберется живым, понимаете, из семьи. Потому что родители, я так понимаю, в возрасте там начинают болеть, чахнуть, и им нужна вот эта свежая энергия, свежая кровь, чтобы себя поддерживать. Вот такая идет ситуация. К сожалению, так. Ваш мужчина сделал свой выбор. Свой выбор. Вас он в этом случае считает какой-то, ну, странной. Да, как это? Ты моих родителей не любишь? Да ты что? Это же самые лучшие люди в мире. Да ты должна ходить там им руки, ноги целовать, потому что они мои родители. Они подарили мне жизнь и забрали ее обратно. Вот ты этого не понимаешь. А я этому очень рад. Девчонки, очень жаль, но этот мужчина уже как пропащий идет. Вот кто к родителям вернулся. Да, так иногда бывает. И это печалька и грусть. Там с теми родителями надо разбираться. Но это не тема, я не могу там дальше увидеть. Я просто вижу, что вот как двери закрылись, да, он там с семьей, а вы вот как остались с ребенком, да, с детьми. То есть как разделилась. Так, еще, девочки, вот самое главное, что я хочу вам сказать. Вы должны для себя понимать, что этот мужчина содержит в вас сердце. Вот оно, его сердце, большое, но пробитое.
Он вас в сердце содержит и будет содержать до конца своих дней. Вот что бы между вами ни происходило, как бы там жизнь вас не раскидала, как бы что у вас ни случилось, он все равно будет думать о вас. Вы все равно будете приходить к нему во сны. Вы все равно останетесь самым теплым, самым светлым и замечательным пятном, извините, да, звездой его жизни. То есть к вам он будет возвращаться мысленно в самые сложные моменты. В ваших каких-то прошлых словах, может быть, даже спорах он будет искать истину для себя. Девочки, он вас мысленно никогда не отпустит. Многие из вас чувствуют вот эту связь, эту привязку. Но это от него идет, от него. Вы очень чувствительная девушка, у вас очень сильная эмпатия развита. Вы это чувствуете. Стоит ли вам бороться за этого человека? Ну, честно, разве что если на расстоянии. Если вы на расстоянии и между вами вот пространство, какие-то, может быть, блоки, ограничения, тогда можно что-то делать. Но опять же таки, здесь мужчина должен сам. Чем сложнее вы ему достанетесь, тем больше он будет вас ценить. Но если мужчина сейчас в другой семье, если мужчина сейчас просто, да, вот там с родителями, либо просто сам по себе, девчонки, ему дозреть надо, ему самому дозреть надо. Он не готов. Он не готов к тем отношениям, которые нужны вам. Вот не дотягивает он до звания вашего идеального мужчины, которому вы могли бы довериться и посвятить свою жизнь. Ну, не дотягивает. Может быть, что-то будет меняться, может быть, он повзрослеет, может быть, что-то дойдет, он над собой поработает. Но в данной ситуации я не вижу. Вот честно, не вижу. Он не готов. Не готов, здесь очень такое, знаете, непаханное поле передо мной. Ему еще придется постараться. Если, конечно, он этого захочет. Мужчина немножечко ленивый. И еще и такой, знаете, фантазер. Он умеет себя развлечь, да, там придумать себе, надумать. Редко-редко, когда до него доходит вот правда, да, что вот это я. Здесь моя ошибка. Больше, конечно, там готова обвинять там погоду, природу, высшие силы, людей вокруг, что угодно. Стол может даже обвинять, если он об него ударится. Вот такой человек. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.